125, бабушка Ягодка опять. С этой шутливой, позитивной нотой я хотел было анонсировать наш кыргызский сюжет. Вся республика радовалась и гордилась, обнаружив в одном селе долгожительницу-рекордсменку. В ее паспорте черным по белому написано 125 лет. Соотечественники уже готовили заявку в книгу рекордов Гиннесса, как вдруг неожиданно выяснились подробности. Оказалось, что старая была не так уж и стара. Но вины бабушки в этом нет. Ну, в самом деле, какая женщина по своей воле припишет себе годы? Да еще какие! Ей сегодня плохо было, бедненькая моя. Она сегодня ничего не ела. Отказ от еды – это еще полбеды, рассказывает внучка. Бабушка ни с кем не разговаривает. Ее бойкот длится уже вторые сутки. Приходили соседи, рассказали ей, что про нее сейчас говорят. Мол, вам, оказывается, не 125 лет, а примерно 95. И, мол, живете вы по чужим документам. Это ее и подкосило. Эта история прогремела на весь Кыргызстан. 2 месяца назад Ракыя Апа дала первое в своей жизни интервью и показала журналистам паспорт. Последние 40 лет Ракыя Апа живет в этой комнате. Своих детей у нее нет, а усыновленным, видимо, не до нее. Она не помнит, когда в последний раз ее здоровьем интересовались социальные работники. С тех пор ни минуты покоя. Новость о том, что на Иссыкуле живет самая старая женщина планеты, облетела всю страну. Трехзначный возраст, 125 лет, привлек не только внимание СМИ, но и чиновников. Местный акимат даже покрасил и побелил дом бабушки, несколько десятков лет простоявший в аварийном состоянии. Обновился не только старый дом. Жизнь Ракыя Апы изменилась. Теперь, что ни час, то посетители. И каждый хочет благословения хозяйки-долгожительницы. С таким наплывом людей Джилдыз уже свыклась. Одни приносят подарки, другие – продукты. И все интересуются паспортом, где стоит год рождения – 1888. Иногда не верят. Говорят, как такое возможно. Бабушка настолько привыкла, что просят все время паспорт, что держит документ под подушкой. Интерес возник не на пустом месте. Дата рождения, указанная в документе, утверждает в тонской администрации, не ее. В тот високосный год родилась не Ракыя Апа, а первая жена ее мужа. Ко мне пришли жители этого же села. Они мне так и сказали: сейчас идет неправильная информация. Ей не 125 лет, а где-то 95. Они даже готовы были давать опровержение, но я остановил. Надо думать прежде всего о здоровье человека, независимо от того, сколько ему или ей лет. Раньше кыргызы нарекали младенцев по времени года или по сезону рождения. Точную дату не указывали. Так и говорили. Родился во время поминок по деду, когда пошел первый снег, во время сезона пастбищ. Она ни в чем не виновата. Это ее паспорт, это ее фотография. А то некоторые подумали, что она живет по чужим документам. Нет, просто дату при выдаче паспорта указали неверную. Это не ее ошибка. История вызвала такой резонанс, что документ о дате рождения долгожительницы искали и журналисты, и акимиатовцы. Однако ни опровержения, ни подтверждения 125 годам Ракыя Апы в базе данных Тонского района нет. Не дал архив информацию и о первой жене ее супруга. Не прояснил ситуацию также ответ самой бабушки. Когда мне рассказали о том, что сейчас идут пересуды по поводу даты ее рождения, я спросила ее. Первую жену мужа она не знает, может, не помнит. Он забрал ее из родительского дома по всем обычаям. И про то, что он до этого был женат, я услышала тоже, как и вы, от соседей. История Ракыя Апы взбудоражила односельчан. Жители Горного Алабаш подробно перебирают факты из ее жизни. Вот старожил Исенгул-Ата вспоминает восстание кыргызов 1916 года. Тогда я не знаю, сколько ей было лет.
Но она, как и многие кыргызы, бежала в Китай вместе с мужем. Помню, когда они возвращались на родину, через Кашгар, еды стало не хватать. Тогда он сказал ей: «Вдвоем пойдем, умрем от голода. Давай я оставлю тебя за чашку толкана, а потом вернусь за тобой». Он так и сделал. Перезимовав здесь, он пошел за ней в Китай и выкрал. Здесь они и жили, в этом доме. Сейчас от построенного почти 80 лет назад дома остались одни руины. Но с ним связаны самые дорогие воспоминания бабушки. В нем прошла вся ее молодость, в нем она хочет провести оставшиеся годы. Все время ее забираем к себе, а она все равно возвращается в этот дом. Воспоминания, видимо. И какая разница, сколько ей лет? Мы всегда с ней и будем за ней смотреть и дальше. А журналисты неправильную информацию дают. Есть у нее родственники. Да, ее родная дочка умерла, но приемные дети, и мы смотрим за ней. Она не одна, хватит из нас делать тамаша-шоу. В руках у Ракии Апы старинная вещь. Это собственность покойного мужа. В ней он дробил курительную смесь. При виде знакомой утвари Ракия Апа веселеет, но всего лишь на миг. Это как память о дедушке. Она ее очень бережно хранит. Столько тяжелых дней позади. У меня пенсия была 20 рублей. Даже не 20, а 12 рублей. Я работала на железной дороге. Там и повредила руку. Врачи не вылечили. Болит до сих пор. Юркюн помню. Я пешком пришла из Китая. На ужин любимое блюдо Ракии Апы – отварное мясо. Внучка надеется, что сегодня бабушка наконец поужинает. Лично для нее она долгожительница. Неважно, 125 лет живет или 95. Ведь живет она не для того, чтобы побить рекорд Гиннесса, а для 28 внуков и правнуков. Это тоже по-своему рекорд.